Здравствуйте, меня зовут Алтын Булатбаева. Гостями нашего сегодняшнего подкаста являются Алина Сафронова и ее мама Марина. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Алина, мы бы хотели сегодня, чтобы ты нам рассказала о своем пути в спорт. Вообще это был осознанный выбор у тебя или кто-то тебя к этому подтолкнул? Ну, вообще, скорее всего, подтолкнули, да, наши Да. друзья. В общем-то, Алина ходит в реабилитационный центр «Самал», и там наши друзья начали заниматься бочем. И предложили Алине, и вот она пошла заниматься бочем, да? Да, легкую атлетику. В бочу пошла. Сначала пошла в боче. Если там Занимались мы там 2 года боча. занимали Призовые места. Ездили также на республику. Получается, по диагнозам BC2 она занималась, потом BC5, ну, как бы только по Казахстану. И нам тренер по бочу Ольга Николаевна предложила пойти в легкую атлетику. Угу. Вот, мы попробовали, Алине понравилось, да? Да. Ну, стали вот заниматься. Хорошо, отлично. А кто вас больше всего вдохновляет именно в занятиях легкой атлетикой? Это вот поддержка чья помогает больше? Семьи, может быть, друзей или тренера? Ну, моя мама. Угу. Отлично. Что самое сложное вот в подготовке к соревнованию? В принципе, ничего сложного нет. Угу. Что вдохновляет вас на занятия? Мне очень нравится. Ага, самой нравится, да, заниматься? Да. Хорошо, отлично. Есть ли какие-то ритуалы определенные вот у вас перед тренировками, может, перед соревнованиями? Перед тренировками это как обыденно, а перед соревнованиями, конечно, наверное, есть, да, Алина? Молюсь. Да, Алина молится, просит как бы помощи Божией, чтобы победить, конечно. Так, отлично. Были ли какие-то сложные моменты, вот, когда вы начали заниматься спортом, и что вам помогло все-таки не бросить, а продолжать дальше? Только когда пришли, познакомились с нашими тренерами, они сразу как-то встретили нас с теплотой. Команда очень, у нас вообще, хорошая команда, все такие дружелюбные они, да. Началось. Мы когда только пришли, и я сказала, больше не пойду. Алина говорит: мам, я, наверное, не пойду, мне тяжело. Метание ядра, копья и диска, и по голове себя ударяла, и все. И потом тренера говорят: это у всех так, все через это прошли, попробуем. И, в общем-то, мы не сдались, мы начали ходить, и все у нас стало получаться, да? Да. Ну, это супер, правда. Не у всех, кстати, бывает такое, стремление именно. Есть ли у вас, можете ли вспомнить какой-то счастливый момент вот за последний год? Ну, наверное, соревнования такие грандиозные, республиканские, да? Да. На республике в городе Алматы я заняла 2 первых места, 2 золотые медали. Вот это был очень счастливый момент в моей жизни. Супер. Поздравляем вас. Что-то хотите еще попробовать новое вот, из видов спорта? Может быть, хобби какое-то? Ну, пока мы не думали на эту тему, Алина тоже. В общем, хотим достичь, естественно, больших результатов в легкой атлетике. Не хотим подвести наших тренеров. Хотим дальше не только на республике, но и на Олимпиаду поехать. В общем, есть такое желание у нас. Супер, желаем вам удачи. Есть ли какая-то семейная традиция у вас? Да, встречать Новый год с семьей. Да, мы очень любим. Да. Новый год — это для нас такой самый-самый семейный праздник. Мы любим встречать Новый год вместе со своими родственниками, так скажем. Вы активистка, да, одна из активисток финно-угорского этнокультурного объединения. Да. А вот что для вас Ассамблея народа Казахстана? Ассамблея народа Казахстана для меня это очень большой дом. Второй дом. Да. Выступаю, пою, друзей много. Нашла очень. Здесь, да? Да, нашла. Хорошо. Какие моменты вот, работы, участия здесь, именно в этом ЭКО, вам нравятся больше всего? Выступать, петь. Чему вас научило участие в этнокультурном объединении? В первую очередь это гостеприимство, это уважать старших. Алина еще любит очень дарить подарки. Да, вот это Она прям радуется, когда кому-то какой-то подарок подарит.
И, ну, все время говорит: мама, завтра идем мы в Дом дружбы, обязательно нужно вот подарить тому-то подарки. Ну, и что объединяет всех мир. Ну, очень нравится сюда нам приходить с Алиной. Мы с удовольствием приходим на различные мероприятия, на концерты. Алина сама участвует, на новогодние праздники. Ну и просто прийти со своей командой, чисто на чайпитие посидеть, поговорить о разном. Алиночка, Марина, спасибо большое за беседу. Было приятно с вами пообщаться. Пожалуйста. Самое главное, желаю вам здоровья с мамой, Спасибо. тебе новых успехов в спортивной твоей карьере, чтобы любая твоя активность всегда приносила тебе радость. Спасибо.